В этот понедельник стало известно, что правительство России и Якутии заключили акционерное соглашение. Согласно документу, компания «Алроса» остается в государственной собственности. Все подробности в интервью министра имущественных отношений республики Евгении Григорьевой. Евгения Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Как вы оцениваете состоявшееся в октябре этого года на московской бирже IPO компании «Алроса» и заключенное в этот понедельник акционерное соглашение между Республикой Саха-Якутия и Российской Федерацией? IPO «Алроса» для нас, впрочем, как и для Российской Федерации, это была очень уникальная сделка. Мы впервые проводили сделку такого уровня, и я могу сказать, что сделка состоялась, сделка закрылась, и этому поспособствовало, что немаловажно, то, что мы провели огромную работу совместно с Росимуществом, самой компанией и с агентом Goldman Sachs по работе, именно чтобы вот этот вот результат он был положительный. Оцениваю действительно, что это было очень хорошо и достойно. Акционерное соглашение – это результат тоже, опять же, действительно тех длительных переговоров и той работы, которая была проведена республикой за последние 2 года, я бы сказала. И мы к этому шли долго, достаточно сложно, местами противоречиво, но есть результат, и он связан с тем, что другой акционер компании «Алроса», Российская Федерация, они признали, что действительно пакет акций в размере 50% плюс 2 акции, он должен сохраниться в государственной собственности, то есть должен сохраниться государственный контроль. Известно, что правительство России всего лишь год назад было намерено продать весь 100% пакет акций алмазного гиганта. Насколько трудно было отстаивать и доказывать правоту республики? Здесь нужно сказать о том, что позицию республики о необходимости сохранения государственного контроля поддержала сама компания «Алроса», и это было выражено в соответствующей резолюции наблюдательного совета компании. Эта позиция была озвучена 2 обращениями Государственного собрания Ильтумен, но и не говоря, конечно, о той большой работе, которую проводил президент нашей республики. Согласно акционерного соглашения, подписанного в этот понедельник, Якутия сохраняет, оставляет за собой блокирующий пакет акций, это 25% плюс 1 акция. А что будет с акциями, принадлежащими улусам? Предметом акционерного соглашения является взаимоотношения только 2 акционеров. Это Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Данное акционерное соглашение не касается других акционеров, миноритариев и не касается этой же акций муниципальных образований. То есть муниципальные образования, они владеют, пользуются и распоряжаются своими акциями в том объеме, которое позволяет им право собственности. То есть, по сути говоря, не ограничено. Спасибо за ваши ответы. Удачи вам. Спасибо.